Уважаемая госпожа исполнительный секретарь, Ваше Превосходительство, для меня является большой честью выступить с приветственным словом на открытии 77-й сессии ЭСКАТО. В этот непростой период для всего человечества перед вами стоит весьма важная задача – выработать решение по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу «лучше, чем было». Пандемия COVID-19 привела к серьезным проблемам в международной торговле во всем мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поставило под угрозу дальнейшую полноценную реализацию целей устойчивого развития. Большинство развивающихся стран лишились существенной части доходов, а ресурсы, которые они имеют, вынуждены направлять на ликвидацию последствий пандемии. В прошлом году в ходе политического форума по устойчивому развитию Кыргызстан представил свой первый национальный добровольный обзор достижения целей устойчивого развития. Этот доклад был составлен с учетом влияния COVID-19 на реализацию поставленных целей. В нем также отражены сферы, где нам необходима международная поддержка. В этой связи мы надеемся, что ЭСКАТО продолжит уделять пристальное внимание вопросам дальнейшего достижения целей устойчивого развития. Уважаемая госпожа Али Шабана, уважаемые участники заседания, Кыргызская республика является развивающейся горной страной, не имеющей выхода к морю. Данное обстоятельство значительно затрудняет наши возможности по ведению внешней торговли. В этой связи мы приветствуем поддержку ЭСКАТО по линии специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Кыргызская республика нуждается в доступе к портам Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Следовательно, Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в страну. Мы активно работаем над улучшением инвестиционной и торговой политики. Наша основная цель – это создание благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечение защиты прав предпринимателей и инвесторов. В условиях пандемии нам необходимо не создавать препятствия и новые барьеры, а максимально сотрудничать в целях развития торговли и повышения уровня жизни населения. В завершении желаю всем участникам заседания дальнейшей плодотворной работы и успехов в достижении наших общих целей. Спасибо за внимание.